Жители многоквартирного дома по улице Очеченко, 25/2 города Якутска жалуются на проблему, у них течет крыша. В каждый дождливый день вода сочится в квартиры жильцов. В данное время тазики и ведра служат лучшей защитой жилища во время осадков. Почему проблему не решает управляющая компания? Какие варианты остаются у жителей? Разбирался Александр Зубехин. Этот дом построен в 80-х годах 20 века. В нем около 60 квартир. Со слов жильцов, в этом здании никогда не проводили ремонт. Все это привело к тому, что трехэтажная постройка стала разрушаться на глазах. Стены в трещинах, свая сломана пополам и уже не держит крыльцо. Дому нужен капитальный ремонт. Еще в июне жильцы обратились в управляющую компанию. Как крыша текла, так и течет. На крышу сами попасть, чтобы хотя бы как-то устранить эти неполадки, мы не можем, так как вход на крышу у нас через соседний дом. У них прошла в этом году капитальный ремонт крыши, и они повесили замок. Управляющая компания заявление получила. Только там считают, капитальный ремонт не входит в их обязанности. Мы 2 раза вызывали комиссию, комиссия не явилась. ГУЧС, СГХ, департамент, никто, кроме промышленного округа. Больше от управляющей компании никаких телодвижений. Главное, чтобы люди платили за коммуналку. Пускай и с дырявой крышей. В управе промышленного округа предлагают 2 варианта. Первый – ждать капитального ремонта. Только когда он будет. Второй – признать дом аварийным. Для этого жильцам нужно написать коллективное письмо в управу. На основании этого заявления мы пишем в службу эксплуатации городского хозяйства письмо о создании комиссии составления акта. На основании этого акта создается комиссия по чрезвычайным ситуациям, где признают либо аварийным, либо не аварийным. В случае признания дома аварийным можно поставить на текущий ремонт в 19-20-х годах. Вот и получается, что при любом раскладе жильцам дома придется запастись тазиками и ведрами. Осень в Якутске традиционно дождливая. Александр Зубехин, Павел Пахов.